Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейбшара. Сегодня в программе. Центр стратегических исследований при президенте и посольство ПМР в Абхазии организовали круглый стол. В Сухуми состоялась пресс-конференция, посвященная последствиям пожара в Национальной картинной галерее 21 января. Из-за подъема уровня реки Киласур прорвало напорный водовод, который обеспечивает водой жителей района Турбазы, сел Дзукта, Баслата и других. Те объемы нефтепродуктов, которые прошли таможенное оформление, в кратчайшее время будут ввезены в Абхазию, сообщил вице-премьер-министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. Вице-премьер уточнил, что вышло постановление правительства Российской Федерации, которое изменило принятое ранее решение. 16 декабря 2023 года правительством Российской Федерации было принято решение, устанавливающее исключительное право экспорта в Республику Абхазия нефтепродуктов в рамках соглашения о режиме торговли от 12 февраля 2012 года. Хотелось бы отметить, что данное решение, точнее аналогичное решение, было принято в отношении Республики Южная Осетия. 21 декабря ряд участников топливного рынка Республики Абхазия столкнулись с проблемами на границе по реке Псоу с ввозом уже оплаченных и задекларированных, то есть объемов, которые уже прошли таможенное оформление, столкнулись с проблемами по ввозу в Республике Абхазия. Таможенные органы Российской Федерации, ссылаясь на решение от 16 декабря, не разрешили вывести продукцию, которая подошла к границе. Данное обстоятельство, безусловно, беспокоит не только граждан Республики Абхазия, но и правительство. Правительство активно занимается этим вопросом на протяжении всего периода с момента принятия решения. А также хотел бы отметить, что в течение всего 2023 года на тот момент уполномоченный орган Министерства экономики Республики Абхазия неоднократно, официально, письменно озвучило свою позицию по поводу недопустимости принятия подобного решения, так как данное решение расценивалось как решение, ограничивающее предпринимательскую деятельность участников рынка Республики Абхазия. На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой в Республике Абхазия, по нашим данным, по оперативным данным, имеется порядка 6 тысяч тонн топлива, речь идет о бензине и дизельном топливе. Данных остатков хватает нам на приблизительно 1 месяц. Но есть положительная новость. Сегодня, по информации наших российских коллег, вышло постановление правительства Российской Федерации, которое изменило принятое ранее 16 декабря решение правительства, что позволит нам в кратчайшие сроки ввести в Республику Абхазия те объемы нефтепродуктов, которые прошли таможенное оформление. Нужно отметить, что российские коллеги заверяют нас в том, что данное решение не будет носить негативный характер для республики. Предполагается, что на данном этапе компания «Роснефть» предоставит публичные предложения участникам рынка, в которых будут достаточно выгодные для них условия. В целом, хотелось бы сказать, что ситуация, сложившаяся на рынке, является на сегодняшний день контролируемой, то есть прямого дефицита топлива на рынке нет. Да, часть заправок закрыты, прекратили свою деятельность, но
Есть участники, которые ранее сотрудничали с компанией «Роснефть», и они в неограниченном количестве предлагают к продаже необходимое топливо. Мы очень надеемся, что позиция абхазской стороны будет услышана и будут приняты механизмы, которые позволят эффективно вести деятельность нашим участникам в этой отрасли. В Сухуме состоялась пресс-конференция, посвященная последствиям пожара в Национальной картинной галерее 21 января. Все подробности в материале Гугуцы Вардания. Работами Александра Шервашидзе-Чачба из Золотого фонда Национальной картинной галереи Абхазии восхищались такие мастера кисти, как Пабло Пикассо, Сальвадор Дали и другие именитые художники. Картины долгие годы хранились в одном из помещений здания Союза художников в неудовлетворительных условиях. Обращение построить государственную картинную галерею Абхазии длятся с 80-х годов прошлого столетия. Все мы в разные периоды обращались и принимали, пытались все-таки реанимировать эту ситуацию. Но, как видите, в итоге так сложилось, что случилось то, что случилось. Теперь нам никогда не вернут и не восстановят все эти фонды замечательные, поколениями, которые все создавалось. Где эти картины сегодня? Их нет просто-напросто. Вот уже третий день художники по крупицам из-под сажи и копоти собирают то, чему удалось уцелеть. По словам Нагзарологу, необходимо тщательно обследовать сгоревшее здание и провести колоссальную работу, а также создать профильную комиссию. Для начала все это надо изучить. Второе. Надо, чтобы прокуратура довела до конца тщательную работу по расследованию случившемуся. Разные слухи, домыслы, всякими, наполнено пространство информационное. Чтобы снять все вопросы, мы полагаемся на прокуратуру и на следственные органы. И обязательно, если будет необходимость, а я думаю, уже такое время настало, когда мы должны независимое расследование будем проводить. Очаг возгорания, как очевидно, произошло именно на чердаке банка, которая находилась там, в этом здании. Есть очевидцы, есть съемки и так далее. Но мы дальше услышали опрометчиво, что, оказывается, возгорание произошло в здании Союза художников. Поэтому огонь перебросился именно через это здание. Так было сказано. Вот такие вот слухи, они не приведут к желаемым результатам. Поэтому мы требуем тщательного расследования. Сгорели ценные работы Сергея Габелия, Хуты Авиц, Батареи Лампар, Виталия Лакарба, Варвары Бубновой, Валерия Гамгия, который является автором государственных символов нашей страны. В галерее хранились его лыхнинские росписи на тему истории Абхазии и другие произведения. Это огромное панно, вот они, фотографии в свое время сделанные нами, лежат здесь. Чловские росписи монументальные на тему Абрскил. Это шедевры абхазского искусства. Теперь нам не вернут все эти работы. Стоимость сгоревших работ составляла от 10 до 100 тысяч долларов и более, а за многие из них поборолись бы мировые экспозиции. Под Национальную картинную галерею еще первым президентом Абхазии Владиславом Ардзенбо в Сухуме было выделено здание по улице Пушкина, однако отремонтировать и перейти в него не удалось. Союз художников является общественной организацией и поэтому не состоит на балансе государства. По этой причине его руководители сдавали часть своих помещений в аренду ЦМР банку, которые сгорели 21 января. По словам председателя Союза художников Виталия Джения, банк платил ежемесячно арендную плату 200 тысяч рублей, а галерея 50.
Этим мы содержим сегодня и зарплата сотрудникам, и все выставки, что мы делаем. В помещении, где хранились картины, могли заходить только сотрудники. Ключ был у хранителя, отметил директор фонда национальной картинной галереи Сурам Сакания. И там фактически не было сторожа. Сторожа были в банке, а там круглосуточная охрана. Это одно и то же здание фактически. Самому зданию Союза художников не один десяток лет. Оно входит в перечень объектов историко-культурного наследия и давно нуждается в реставрации. На самом деле чердак очень длинный. Этот чердак я видел, потому что мы много раз крышу ремонтировали своими руками. И поэтому мы знаем, что чердак очень длинный. Значит, где-то может загореться, безусловно. И пока дым не проникнет в помещение, и охрана реквизиции банка тоже навряд ли заметили бы. После случившегося с предложением помочь звонят из разных регионов России, республик Северного Кавказа, а также из Приднестровья. В ближайшее время в Абхазию также приедет группа специалистов-реставраторов. Среди них есть сильно поврежденные, обгорелые. Я не знаю, навряд ли реставраторы там что-то могут сделать. Вы представьте себе, жара была такая огромная, что бронзовые статуи, бронзовая голова Амирана Адлибы, то есть его исполнение, она расплавилась. И бронзовые фигуры расплавились. Вот такая высокая была температура. Юга России все звонят, с Москвы звонили, с Питера звонят. Вчера директор музея Ростова звонила мне ночью. Они все хотят помочь нам. Мы соберем вам работы. Однако пока от таких предложений художники отказываются. Сначала нужно решить вопрос здания Национальной картинной галереи и только потом заняться сбором работ, говорят они. На пресс-конференции было отмечено, что по инициативе Союза художников за прошедшие 4 года после выставок, которые проходили в ЦВЗ, представленные работы оцифровывали. И на сегодняшний день электронные версии хранятся в архиве. Гугут Савардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Из уцелевших от пожара в картинной галерее работ 50 перенесли в Национальную библиотеку имени Папаскир. Перед вывозом прошла опись картин. Произведения будут поэтапно перевозить из реквизитного зала драматического театра. В ближайшее время ожидается приезд российских специалистов, которые осмотрят картины и документы, чтобы наметить план реставрационных работ. То, что мы вынесли, они более-менее в лучшем состоянии, чем та часть, которую еще мы не вынесли. Вынесли мы работу художников Хутавицба, Валерии Гамки, Ольги Бубновой, Брендель мы вынесли и много других. Хорхумал есть. Сейчас мы подготовили к ним стеллажи, чтобы не ставить их по стенкам, чтобы они вот так вот стояли стеллажами. Мы все это переносим в Национальную библиотеку, где более-менее лучшие условия, безусловно, лучшие условия. Есть там климат-контроль, соответствующий зал, который подготовила нам Национальная библиотека. А завтра мы начнем следующую партию возить. И пока мы не вывезем все работы, будем здесь находиться. Мы в тесном взаимодействии с Министерством культуры Российской Федерации. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить министра культуры Российской Федерации Ольгу Борисовну Любимову за то внимание и помощь, которую она оказывает нам в этой тяжелой ситуации. Мы в тесном взаимодействии с Россотрудничеством в Республике Абхазия, с Федотовым, который предложил нам оказать помощь в изыскивании в музеях Российской Федерации, где могут быть находиться произведения абхазских художников. В четверг или в пятницу на этой неделе приезжают реставраторы из Москвы. На месте они осмотрят эти работы. Мы создаем максимальные условия, чтобы им было удобно и комфортно работать. По поручению президента нашей республики Аслана Георгиевича Бжани мы занимаемся уже с музеями Российской Федерации и Республики Северного Кавказа, изыскиваем, узнаем, где есть работы художников, абхазских художников, и будем в дальнейшем с ними разговаривать на эту тему. Может, будем делать копии, может быть, кто-то нам передаст акт доброй воли.
Более 700 нарушителей пограничного законодательства задержан в 2023 году сотрудниками СГБ Абхазии, Погрануправления ФСБ России в республике. Об этом сообщает пресс-служба СГБ. Пресечено 30 попыток незаконно пересечь границу Абхазии и Грузии с грузами различного назначения. Было изъято 900 блоков контрабандных сигарет, 6 аппаратов для майнинга. Возбуждено 15 уголовных дел по факту незаконного пересечения госграницы Абхазии. Надар Шония назначен специальным представителем Министерства иностранных дел Республики Абхазия по взаимодействию с Сибирским федеральным округом. Шония займется широким кругом вопросов, связанных с активацией взаимодействия Республики Абхазия с субъектами Российской Федерации, входящими в федеральный округ. В фокусе деятельности реализации торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных проектов. Надар Шония является одним из крупнейших застройщиков в Сибири, основателем и генеральным директором строительного холдинга «Селф». 22 января 1993 года Абхазия подписала первый международный документ. Это был договор о дружбе и сотрудничестве с Приднестровьем. За 31 год дружественные отношения между республиками наращивались, подписано порядка 200 договоров. Центр стратегических исследований при президенте и посольство ПМР в Абхазии организовали круглый стол. Обсудили не только аспекты сотрудничества, но и сложившиеся условия напряженной политической обстановки. Репортаж Асиды Малия. Приднестровская Молдавская республика на северо-востоке граничит с Украиной, на юго-западе с Молдавией. История взаимоотношений с соседней Молдавией сводится к территориальным притязаниям. Политические условия фактически отрезали ПМР от внешнего мира. Участники круглого стола, бывшие политики, в те или иные годы занимавшие различные должности, рассказали о том, как их из Молдавии депортировали с 5-летним запретом на въезд. Граничащая с Приднестровьем на северо-востоке Украина – единственный путь во внешний мир. Однако с началом специальной военной операции и этот путь закрылся. В настоящее время ПМР фактически в изоляции. Нас не может не волновать обстановка вокруг границ Приднестровской Молдавской Республики, особенно в связи с конфликтом на Украине. Все это повышает значимость нашего сотрудничества, нашей солидарности, а также необходимость укрепления многосторонних связей с Российской Федерацией, выступающей гарантом безопасности как Республики Абхазия, так и Приднестровской Молдавской Республики. С заместителем министра иностранных дел Приднестровья Александром Стецюк связались онлайн. Формальный повод может быть связан с очередной годовщиной базового договора между нашими государствами. Но, наверное, в основе все-таки отношений между Абхазией и Приднестровьем лежат вот эти узы братства, дружбы, соратничества. Александр Стецюк отметил, что Молдавия оказывает экономическое давление. Несмотря на это, промышленность и сельское хозяйство надежно продолжают функционировать. Посол Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба рассказал историю развития ПМР и напомнил главные аспекты политического противостояния с Молдавской республикой. Рассказал о развитии внешнеполитических отношений и углубился в экономическую сферу, отметив высокий уровень промышленности Приднестровья, несмотря на минувшие военные действия. Вооруженный конфликт с Молдавской республикой длился 2 года, завершился в 1992 году. В том же году, не успев оправиться от собственных ран, многие приднестровцы приехали добровольцами защищать Абхазию. Во время нашей войны посещал Приднестровье в составе абхазской делегации. Мы тогда встречались и с генералом Лебедем. Были вопросы военного такого характера, которые мы тогда обсуждали. Неоднократно я бывал тогда, были частые контакты, и каждый наш визит, кстати говоря, нас принимал Игорь Николаевич Смирнов, президент Приднестровской республики. Это был такой хороший контакт с нашим руководством, президенты наши общались в свое время. Мы не только в Приднестровье, мы в Москве как-то с Сергеем Васильевичем встречались с президентом Приднестровья, подписывали какое-то очередное соглашение тоже. В 2010 году Сергей Васильевич Багапщик, когда был президентом Абхазии, глава администрации президента, он нам поручил организовать встречу. Кстати, когда я говорил о нашей поездке, я взял фотографию, Геви Камугович Агрба, Владимир Георгиевич, это там, это Приднестровской республики. И Сергей Васильевич получил нам, Сергей Миронович, многие помнят,
что мы организовали, так сказать, встречу с президентами Приднестровской Молдавской Республики и Южной Осетии. Значит, мы сделали это на таком государственном уровне. Результатом встречи 14 июня 2006 года лидеров Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии в Тирасполе стало формирование Содружества непризнанных государств. В 2006 году уже здесь, в Сухуме, когда был президент Приднестровской Молдавской Республики, Южной Осетии и Абхазии, было подписано соглашение о взаимном признании наших республик. До этого были просто договора. А в 2006 году мы признали друг друга, и после этого у нас уже начались официальные назначения посольств, представительств и так далее. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба рассказал, что по информации приднестровских коллег ситуация в республике ухудшается. Оказывается, социальное, гуманитарное, политическое давление. С 1 января 2024 года Молдова ввела новые таможенные регулирования, таможенные пошлины для приднестровских предприятий, что существенно усложнит жизнь, усложнит деятельность этих предприятий. Фактически речь идет о том, чтобы ввести дополнительные ограничения на торговлю для предприятий, которые производят свою продукцию в Приднестровье и пытаются ее продать за рубеж. То есть это такая полномасштабная идет акция при поддержке, естественно, стран Евросоюза, Соединенных Штатов. Оказывается такое серьезное давление на Приднестровье. Фактически Приднестровье на сегодняшнем этапе находится, можно сказать, что находится в полной блокаде. По словам Тужба, существовавший формат переговоров бездействует. Таким образом, нет оснований говорить о каких-либо дипломатических отношениях с соседствующими республиками. Участники круглого стола выразили обеспокоенность ситуации в дружественной республике. Вместе с тем они с теплом рассказывали о минувших встречах и гостеприимных приднестровцах, братские отношения с которыми доказаны поступками. Асида Малия, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение. В посольстве Абхазии в Сирии создан консульский отдел в целях оказания содействия соотечественникам, проживающим в Сирийской Арабской Республике, развития торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей. Заведующим консульским отделом назначен наш соотечественник Гейс Аль-Харки. За добросовестное и четкое исполнение должностных обязанностей, проявленное во взаимодействии силовых структур, ряд сотрудников руководящего состава Министерства внутренних дел приказом начальника ГСУ Дмитрия Дбар награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Подробнее в материале пресс-службы МВД. За плодотворное и эффективное взаимодействие силовых структур, проявленное при обеспечении безопасности и правопорядка в республике, ряд сотрудников руководящего состава Министерства внутренних дел приказом начальника Государственной службы охраны генерал-майора Дмитрия Дбар награждены благодарственными письмами и памятными подарками. Приказ начальника Государственной службы охраны Республики Абхазия о поощрении за добросовестное, безукоризненное и четкое исполнение своих должностных обязанностей, проявленное во взаимодействии силовых структур, наградить благодарственным письмом и памятным подарком полковника милиции Чкадова Беслана Руслановича. Спасибо. Наградить благодарственным письмом и памятным подарком полковника милиции Цвижба Раши Северяновича. Служу Республике Абхазия. Наградить благодарственным письмом и памятным подарком полковника милиции Хагуш Астамура Константиновича. Служу Республике Абхазия. Наградить благодарственным письмом и памятным подарком подполковника милиции Чачхали Дадына Валерьевича. Служу Республике Абхазия. Наградить благодарственным письмом и памятным подарком подполковника милиции Хаджиева Дмитрия Руслановича. Служу Республике Абхазия. Министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Кют поблагодарил Дмитрия Дбар за высокую оценку профессиональной деятельности сотрудников МВД. Он подчеркнул наметившуюся тенденцию успешного взаимодействия двух структур и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Я хотел бы в первую очередь поблагодарить за оказанное внимание сотрудникам. На самом деле это очень почетно. И, в принципе, для нас очень важно наше взаимодействие, которое сегодня позволяет нам сохранять стабильность и безопасность в целом. И, понятно, многие потрясения, которые сегодня происходят в нашей стране, мы должны все вместе всегда их решать. Вот ребята возглавляют подразделения, которые всегда стоят на первом плане, так скажем. И спасибо огромное Государственной службе охраны, тебя в первую очередь. Генерал-майор Дмитрий Дбар отметил, что в ходе совместных мероприятий ГСО и МВД руководящий состав министерства всегда выполнял свои задачи на высоком уровне. Хочу поблагодарить за взаимодействие между структурами Государственной службы охраны и Министерства внутренних дел, всех силовиков в первую очередь. Отметили мы на сегодняшний день ряд силовиков, но надеемся, что с каждым разом мы будем отмечать все больше и больше наших коллег. В завершение встречи Дмитрий Дбар и Роберт Кют обсудили дальнейший план действий по взаимному сотрудничеству. Из-за подъема уровня реки Киласур прорвало напорный водовод, который обеспечивает водой жителей района Турбазы, сел Дзукта и Баслата, улиц Чанба, Комсомольская, братьев Зонтарию, частично Кадорского шоссе. На месте уже работают специалисты водоканала, которые постараются как можно быстрее решить проблему. Репортаж Лауры Капш. Из-за обильных дождей поднялся уровень воды в реке Киласур, в связи с чем в воскресенье ночью сорвало 30 метров трубы напорного водовода, который проложен через реку. По словам работников водоканала, такое здесь происходит часто, но оператор насосной станции и местные жители вовремя отреагировали, и специалисты уже приступили к ремонтным работам. Вот этот житель сперва увидел, он услышал, он говорит, я с ним разговаривал. Он говорит, я на улице стоял, курил и услышал стук, говорит. Ну, я сперва думал, говорит, дерево упало. Потом, говорит, понял, говорит, что это не дерево. Пришел, посмотрел и увидел. Но к тому времени уже оператор выключил насос. 2 года тому назад вот тоже вот так река уносила эту трубу, но тогда полностью унесло от того берега до этого. Вся труба была унесена. Мы тогда даже траншею выкопали, уложили на глубине 1,5 метра. Но здесь течение реки сильное, оно смывает этот песок, и раньше тоже это происходило. Трубы сначала достанут из воды, после чего соединят на суше. На завершающем этапе их надо поднять специальным краном и соединить с 2 концов. Техникой обеспечены. Нам экскаватор вот этот предоставила горнорудная компания, вот дробилка, которая называется, предоставила экран, экскаватор свой, остальная техника тоже наша своя. Вот то русло реки надо перекинуть вот сюда назад. А вот этот объем, вот экскаватор для этого и пригласили, чтобы перекинуть, вот там где-нибудь в узком месте перекинуть русло реки на тот берег, чтобы вот здесь можно было работать. Но вот это течение и объем, вот как он сможет оперативно вот это вот все сделать, экскаваторщик, вот от этого много будет зависеть. Мы сварочные работы, я думаю, сегодня, завтра мы уж точно закончим сварочные работы без подключения. И я думаю, послезавтра, в четверг к вечеру закончим, если вот воду сможем перекинуть. Этот водовод обеспечивает турбазу, села Дзукта и Баслата, улицы Чанба, Комсомольская, братьев Зонтария и частично Кадорское шоссе. Поэтому на время проведения ремонтных работ потребители вышеперечисленных районов останутся без центрального водоснабжения. Однако будет организован подвоз питьевой воды. Работы планируют завершить 26 января. Лаура Капш, Инал Гвинджа, Абхазское телевидение. В 2023 году в Гулрыбжском районе были проведены ремонтные работы по укладке асфальта, замене ливневых канализаций, а также реставрации главного здания администрации. Ульяна Рожкова расскажет детали. Ремонтные работы различных социальных объектов начались в Гулрыбжском районе в 2023 году. На 2-м и 3-м этажах главного здания районной администрации был произведен качественный ремонт помещений. Приобрели новую технику – дизельный генератор, трактор «Беларусь» для зеленого хозяйства, а также экскаватор. Все это за счет средств местной администрации.
Ремонтные работы начали в 2023 году. Благодаря главе администрации Кулибского района было выделено порядка 10 миллионов рублей на ремонт здания в администрации Кулибского района 2-3 этажа. Также мы проделали работы актового зала, санузлов. Также было приобретено дизельный генератор для работы бесперебойной подачи света. Куплен был мини-экскаватор. Заменены были окна здания администрации. Была сделана входная площадка. В селе Мачара в районе Каштака был уложен асфальт. Протяженность нового дорожного покрытия 650 метров. Также построили с нуля ливневую канализацию. В селе Верхний Пшап также проложили асфальт по инициативе главы Гулрыбшского района Саида Харазия и депутата Народного собрания Ашота Минасяна, рассказал Тимур Начкебе. Положили асфальт в селе Каштак по инициативе главы Гулрыбшского района Саида Харазия и Дорожного фонда. Было выделено 3 миллиона 600 тысяч рублей на укладку асфальта. Было выложено 650 метров асфальта, 3 метра в ширину, 650 метров в длину. Также была сделана ливневая канализация в 120 метров. Была сделана с нуля, построена для того, чтобы не потапливала асфальт и не заходила в дома к людям. Работы по благоустройству населенных пунктов Гулрыбшского района будут продолжены. 2024 год обещает быть насыщенным и активным. Ульяна Рожкова, Раму Камке, Абхазское телевидение. В рамках программ «Большие гастроли» и «Мы, Россия» в Абхазию приедут российские театры. Об этом в своем телеграм-канале написала министр культуры Ольга Любимова. По информации Любимовой, к программе присоединились почти 50 новых театров. Среди них музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко, театр имени Ермоловой, Ферганский областной русский драматический театр, Иркутский областной музыкальный театр имени Загурского, Калмыцкий театр кукол Джангар и другие. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 24 января на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью минус 1,4, днем 2,7 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.